Все чакалі, што беларускі рубель абваліцца, а тут нечакана наадварот долар раптам пачаў таннець. Што гэта? Штучныя маніпуляцыі ўладу ці устойлівы натуральны эканамічны тренд? У эфіры перадача «Экономика с салом». С вами уласна Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. Витаем. Добрый день. Образовался такой период облегчения, что ли, участи белорусского рубля. У нас просто потребительский импорт это такой обычный подозреваемый. Источники заработка создаются просто вот там решением властей прямо из воздуха. Чаще это даже больше хобби, чем бизнес. Стоит конечная задача не сколько регулирования, сколько фактически постепенного их удушения. Так, ну на початку традыцыйна навіны з палёў, што там з рублём. Все чакаем дэвальвацыі, а ён наадварот зноў мацоўваецца. Да, получилось так, что буквально сразу после достижения его исторического максимума курса доллара, значит, белорусскому рублю, это как раз было 7 апреля, он только двигался вниз и сейчас находится на минимуме за последние 3 месяца. Угу. А чему? Ну, во-первых, это движение идет именно по доллару. То есть тут есть проблемы в самом долларе, связанные с тем, что на мировых рынках он ослабевает, причем уже достаточно давно, потому что в действительности все ожидают того, что новое демократическое правительство Байдена будет все больше внимания уделять именно внутреннему стимулированию экономики, там инфраструктурный план, бюджетные траты и так далее. То есть, как обычно мы знаем, то есть такого рода внутреннее стимулирование экономики, Беларусь тоже проходила эти вещи, сказывается на изменении внешнеторгового баланса, то есть растет импорт, соответственно, понижательное давление на собственную валюту, оно происходит. То есть это вот один из таких длинных факторов. Второе, значит, это то, что, значит, как мы знаем, белорусский рубль довольно сильно связан с российским рублем. Российский рубль там на 70% состоит из нефти. И там есть сразу несколько факторов, которые работают и на рост нефти, и на рост российского рубля. Рост нефти связан с тем, что, во-первых, довольно все-таки дисциплинированно работают экспортеры, значит, страны, члены ОПЕК. Вот, то есть они еще раз буквально пару недель назад договорились о графике снижения добычи. Эти ограничения сейчас привели к тому, что импорт нефти из стран Персидского залива, значит, импорт нефти в США уменьшается. Несмотря на то, что экономика стимулируется, у них там некий даже дефицит образовался. Вот, по России. По российскому рублю. Спрос на российскую нефть растет, цена на нее растет, соответственно, эффект притока долларов внутри страны поневоле оказывает понижательное давление на доллар из-за того, что вот это самый эффект голландской болезни происходит. И поэтому у них довольно серьезно там растут инфляционные ожидания. Они сейчас достигли максимума с начала 2017 года, инфляционные ожидания на год вперед. И, соответственно, Центробанк уже пару раз повышал процентную ставку, и многие говорят, что это, скорее всего, и не последнее в этом году повышение процентной ставки. Ослабление доллара приводит к тому, что, значит, образовался такой период некоторой облегчения, что ли, участи белорусского рубля. Мы внутри страны столкнулись тоже, на самом деле, с ускорением инфляции. Нацбанк, в общем-то, показал, как мы говорили уже, что он готов тоже с инфляцией бороться, то есть поднял процентную ставку. Мы уже говорили про то, что единственным инструментом, главным, точнее, инструментом предоставления рублевой ликвидности являются вот эти кредитные аукционы на 180 дней. И причем, если раньше, еще буквально там месяц-два назад, и так удовлетворялось заявок банков там, на 10% примерно от того, сколько они подавали их, то сейчас это еще меньший процент, там 5-6% буквально. То есть еще больше как бы зажимается это самое предложение. То есть это снова не те процентные ставки, которые на самом деле должны были бы быть с учетом того, как стоило бы бороться с этими инфляционными ожиданиями. Так вот, я предлагаю смотреть на такой интересный показатель, который называется расчетная величина стандартного риска. Это тот уровень, про который Нацбанк считает, что любые процентные ставки выше, то есть кредитование по более высоким процентным ставкам, либо предложение депозитов по более высоким ставкам, для него означает, что коммерческие банки ведут слишком рискованную политику на рынке, соответственно, нужно там их как-то образумливать, и там различные санкции против них для этого есть. Так вот, просто чтобы было понятно диапазон, в котором, значит,
эти ставки находятся. Это кредиты, расчетная величина стандартного риска по кредитам физических лиц, юридических лиц, это 17 копейками процентов и 13 с копейками процентов. Сам Нацбанк считает, что эти процентные ставки, они сейчас допустимы. То есть, и это совсем не те процентные ставки, ниже 10% годовых, по которым он предоставляет ликвидность коммерческим банкам. То бок, у прынцыпе, калі б замест того, каб штучна абмяжоўваць грашовую масу, Нацбанк зрабіў бы это при дапамозе высоких ставок. Тут вот что важно. То есть почему он вынужден на самом деле работать в режиме рационирования? Потому что та процентная ставка, которая была бы той, которая бы устанавливала не ускоряющийся уровень инфляции для всей экономики, да, она оказывается приемлемой для коммерческого сектора, но абсолютно неприемлемого для обремененного долгами государственного сектора. Потому что, как мы знаем, там гос, он, в общем, колеблется на уровне застоя. До речі, знову агучвали оптимистичный прогноз недавно. Да, это вот очень интересная ситуация сейчас. По росту ВУП. Да, когда у нас выступил замминистра экономики Ярошевич на белорусском телевидении и сказал, что то, что у нас сейчас такой небольшой экономический рост, 0,9, это типа там результат некоторых сезонных факторов. Но вообще у нас позитивные взгляды на второй квартал и в целом на вторую половину года, что, значит, фактически речь идет о удвоении тех темпов роста, которые мы наблюдаем сейчас. 1,8 они хотят получить уже к середине этого года. Вот. И, кстати, самое интересное, откуда этот 1,8% берется. Дело в том, что опубликовано постановление правительства, значит, которым принята так называемая среднесрочная финансовая программа республиканского бюджета. И вот там именно, значит, заложен темп роста ВВП на этот год 1,8 и постепенное ускорение, причем такое довольно заметное, следующий год 2,9% и 3,8 23, ну то есть возврат уже на очень оптимистичные показатели. У нас последний раз такой параметр был только в 2017 году, восстановительный рост после кризиса 15-16 года. То есть все остальное время там это было либо спад, либо болталось где-то там на 1-1,5%. И там же, кстати говоря, малореалистичные прогнозы планируемого дефицита бюджета. Там предположение о том, что величина этого дефицита будет уже на следующий год в 2 раза меньше. Предположить, что такое может произойти только в случае, что если настолько хорошо начнут работать предприятия, и поэтому вот такой вот ВВП будет хорош. Когда вот начинают выходить сейчас, как мы говорили в предыдущих передачах, годовые отчеты за прошлый год, мы видим, что на самом деле ситуация даже по сравнению с 2019 годом, она ухудшилась. И, соответственно, нужно представить себе, какова будет прибыльность компаний госсектора в этом году. И мне кажется, что ситуация для них с точки зрения маржи, она будет хуже. То есть, с одной стороны, они испытывают ценовое давление, рост инфляции и издержек. И это мировая тенденция сейчас. Мы видим это и промышленные металлы, и продукция сельского хозяйства, продукция питания. С другой стороны, одновременно мы же видим, как эти же самые цены производителей и импортеров, да, ограничиваются административно внутри страны. Как результат вот этого знаменитого постановления Сотова по сдерживанию темпов роста цен на каждый месяц, с другой стороны, и это самое важное, вот, то есть вот то, о чем сейчас начинает говорить само Министерство антимонопольного регулирования торговли, ну, уже устами не министра, а заместителя министра Андрея Картуна. Он говорит, наша задача обеспечить наличие товаров, импортируемых на полках. Ну, по понятным причинам, что если цены растут товара на мировых рынках, а внутри страны продажная цена ограничена, то попросту как бы прибыль становится такой, что нет смысла его особо ввозить. То есть вы получаете дефицит. Вопрос даже не в ажиотажном спросе по низкой цене, а вопрос в том, что его физически не будет. Вот. И как раз вот именно про это он сказал, что, значит, в случае, если объективные причины для роста, как, например, вот на подсолнечное масло, то комиссия принимает решение разрешить рост цен на определенный процент, чтобы не остаться без этого товара. Ну и какой же это был процент? Это был сразу скачок на 15%. Вот мне интересно, на самом деле, если бы этого ценового регулирования вообще не было бы, очевидно, что мы имели бы не ступенчатый подъем цены, вероятнее всего он был бы плавным, но вопрос,
как бы совокупный рост, он был бы выше или ниже. Вот мне почему-то кажется, что вот этот эффект сжатой пружины, совершенно верно, он часто является, в итоге оказывается больше, чем если сам рынок постоянно находился бы в этом равновесии. Вот. И чтобы совсем уже как бы продемонстрировать эту логику, что я, честно, я не вижу какого-то смысла, за исключением каких-то совсем уже экстренных случаев, да, вот такого ценового регулирования. Возможно, даже и в экстренных случаях это тоже не очень нужно, потому что пример, который очень часто используют МАРТ, это история вот начала коронавирусной эпидемии, когда они говорят, что вот у нас был рост цен на антисептики и защитные маски, повязки. Вот. У нас не было ни своих производителей, ни того, ни другого. Соответственно, пошел, как они говорят, практически спекулятивный рост цен. Я, кстати, не совсем понимаю, что здесь спекулятивного. Если спрос большой, а предложение меньше, то как бы цена и начинает расти. И дальше, смотри, что он говорит. Фактически через полгода бизнес переориентировался. Сейчас у нас уже больше 100 производителей масок и более 20 производителей дезинфицирующих средств. Но, минуточку, вообще-то именно так и работают ценовые сигналы. То есть бизнес идет туда, где, собственно, ты видишь, что рост цены свидетельствует о избыточном спросе. И как раз-таки появление этого вот количества этих производителей привело к тому, о чем он говорит, этого теперь достаточно не только для того, чтобы покрыть внутренние потребности, но даже теперь еще и на экспорт можно эти товары поставлять. Ну и кошт отповед. Да, несомненно. Так вот вопрос. В чем здесь заслуга ценового регулирования? Это нормальный результат как бы рыночных сил. То есть вы видите, что спрос есть, производители идут туда, и, соответственно, рост конкуренции приводит к тому, что и спрос насыщается, и цены падают с этих самых пиковых значений. Оба случая, которых МАРТ называет, почему нужно было вводить это ценовое регулирование, они в действительности, даже через их объяснение, видно, что на самом деле все равно нетто-результат, если бы не трогать руками, был бы примерно такой же, а может быть даже бы и лучше. Ну и, соответственно, появляются идеи о том, что либо это постановление нужно совсем отменять, значит, либо как-то его видоизменить. Как бы, с одной стороны, МАРТ говорит о том, что что-то мы как-то, наверное, перестарались в регулировании, и надо как-то больше, наверное, полагаться на рыночные механизмы. Но при этом одновременно же, второй рукой, да, он все равно занимается протекционистскими вещами. То есть им поставлена задача, вот, например, как у них это называется, комплекс мер по защите внутреннего рынка на 2021-2022 год. Суть его заключается в чем? Посмотрели, что доля отечественных товаров на потребительском рынке снижается. Она снижается, причем независимо от какого-то административного регулирования. Она снижается там, 10 лет так точно последних. Вот. Соответственно, поставлена задача. Сейчас внутренний рынок на отечественными товарами закрыт там, примерно на 3/4. Нужно 80-85%. Ёсць же яшчэ больш просто спосаб абмежаваць імпорт, вось гэтыя антысанкцыі. Ну да, просто взять и запретить его. Да? За двух зайцов? Да, особенно когда подать это, как мы, значит, боремся со странами, которые поддержали там нехорошие действия в адрес нашей страны. Ну, в данном случае мы понимаем, речь идет о продукции Нивеи, продукции Шкоды. Ну, то есть у нас просто потребительский импорт это такой обычный подозреваемый. Если надо с чем-то бороться, то есть демонстрировать борьбу, то боремся с потребительским импортом. И вот с этими индивидуальными предпринимателями, да? Которые являются... крыху. Да, несколько было к ним претензий. Из последних относительно это был наш концерн Беллегпром, который жаловался, что испытывает конкуренцию со стороны ввоза ширпотреба именно ИПшниками. Вот. И потом к этому делу подключился еще комитет госконтроля, который написал письмо, значит, Министерству финансов о том, что у нас есть предложение фактически поднять налоги на индивидуальных предпринимателей. Там объяснение уже другое. Было в статье министра финансов Селиверстова, он говорил о том, что в условиях множественности преференциальных режимов, значит, началось активное вовлечение ИПшников вот, в схемы налоговой оптимизации. То есть получается, что одной рукой вы создаете вот эти самые огромное количество различных условий хозяйствования, облегчений там, то в специальных каких-то зонах, то в отдельных регионах, то для отдельных там импортеров там, или спецэкспортеров или чего-то еще в этом духе, а потом удивляетесь, что появляются схемы, которые используют вот этот самый регулятивный арбитраж.
он является естественным результатом того, что вы это сделали. Использование вот этих самых различных схем, которые работают на разнице в регулировании, да, достается всегда, как правило, людям приближенным. Да, это нога у кого надо нога. То мы знаем, что даже часто им источники заработка создаются просто вот там решением властей прямо из воздуха. Указ 162, значит, будет проводиться эксперимент с 1 июля по 1 октября, 3 месяца, значит, в пункте пропуска обязательной дезинфекции транспортных средств. То есть это будет платная услуга, и без вот этой контрольной марки по прохождении этой самой дезинфекции транспортного средства ты даже не сможешь въехать в страну. Это при въезде будет происходить. Несложно догадаться, что, оказывается, она будет кем-то из бизнеса, приближенного к самому Лукашенко. Это компания, известная компания Bell Global Garant, которая на паях принадлежит Сергею Тетерину, известному бизнесмену, бывшему личному тренеру по теннису Лукашенко. Вот. Ну и его партнеру, тоже член управления Белорусской теннисной ассоциации. Конечно же, это талантливые бизнесмены, которые лучше других проведут этот эксперимент. Лепш, чем держава. Несомненно. Потому что там же бизнеса нема. Там просто они обязаны до тебя прийти, а ты им просто приймаешь гроши и пшикаешь машину. Так вот в том-то и фокус, что именно так власти понимают бизнес. Просто у тебя появляется, благодаря чиновничьему решению, гарантированный доход, который не является предпринимательской прибылью. Это рентный доход. Наши власти считают это хорошей такой бизнес-возможностью, но когда этим внутри пользуются не те, кто хотелось бы им, значит, с этим нужно бороться, и надо запрещать такого рода компании. И под гэтую марку атрымліваецца індывідуальным прадпрымальнікам прыбіраюць эту найпрасцейшую сістэму падаткаабкладання, гэта адзіны падатак, так, прыбіраюць. А наколькі это па іх можа ударыць істотна? Я думаю, что все-таки стоит конечная задача не сколько регулирования, сколько фактически постепенного их удушения. То есть они хотят, чтобы люди ушли, что называется, в бизнес для вот такой, даже это бизнес сложно назвать, такие схемы самозанятости, в ремесленничество, которое у нас сейчас активно развивается. Ну, то есть фактически это просто вот, как сказать, заработок для поддержания штанов. Развиваться там по определению сложно, и чаще это даже больше хобби, чем бизнес. А вот это вот как бы кустарничество, вот конкретно. И очень хорошо видно отношение на самом деле к пониманию бизнеса, пониманию развития как бы экономики, это отношение Лукашенко к отстающим регионам. Сейчас вот он накануне годовщины аварии на Чернобыльской АЭС посещал зараженную местность, то есть Полесье, Брагин, там вот эти вот регионы. И там речь шла о чем? Что экономика для него – это главным образом государственная экономика, то есть государственные планы, государственные инвестиционные программы. Что там мы должны определиться, говорит он, то бишь власти, что мы, какие там крупные предприятия поставим, как мы туда приведем, значит, и построим жилье для людей. А все, что предлагается для частной инициативы, это низведение их до уровня практически натурального хозяйства. Ремесленничество, народные промыслы, лозоплетение, соломенное плетение, использование местного сырья. Там, ну, то есть еще чуть-чуть это будет звучать, как в Древней Руси, да, там, пушнина, лен, пенька, там, значит, мед, воск и так далее. Вот, соответственно, место для деловой инициативы в плане частных каких-то производств, да, а не только вот этих работы для поддержания станов, вообще не остается. И похоже, что это не случайно. Похоже, что это политика. Потому что отношение к бизнесу, символическое отношение к бизнесу, к уничтожению ИП, который является вот этим первой ступенькой входа на частный рынок, это делается сознательно. То есть все, что позволено жить вне государства, это жить вот на уровне, так сказать, поддержания штанов и натурального хозяйства. Каб не пропустить новые выпуски передачи «Экономика с Чалым», подписывайтесь на телеканал Белсат в YouTube и социальных сетях. с вами был Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. До встречи. Всего доброго.